Понять и простить. Акт примирения кровников в священный месяц Рамадан. Предъявите документы. Все ли продавцы бахчевых культур имеют карантинные сертификаты? Инспекция Россельхознадзора. Маркаш по часам. В каком режиме будет работать пассажирский транспорт в праздничные дни? Лучше гор может быть только лагерь в горах. Отчет об отдыхе школьников в самом живописном месте региона. Это новости 24, студия Лейла Цурова. Добрый вечер. Юнусбек Евкуров направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина телеграмму с соболезнованиями по поводу трагедии в московском метрополитене. Руководитель республики отметил, что в Ингушетии с глубоким прискорбием восприняли весть о трагедии. Количество погибших возросло до 16 человек, госпитализировано 118 человек. Напомню, ЧП произошло в час пик на Арбатско-Покровской линии. Из-за резкого торможения с рельсов сошли 3 вагона электропоезда. Он не доехал всего 200 метров до станции метро «Славянский бульвар». Спасатели и пожарные эвакуировали более 200 человек. Точные причины происшествия будут выяснены в ближайшие дни. Между тем, Следственный комитет Москвы уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности. И вот стало известно, что более сотни представителей ингушской диаспоры в Москве изъявили желание сдать кровь для пострадавших, сообщил руководитель постоянного представительства Ингушетии при президенте России. Акт истинного милосердия сегодня совершили в семье Хадзиевых. В Малгобеке примирили кровников. Инцидент, а точнее конфликт на бытовой почве, произошел 2 года назад. Но представители Тейпа не стали растягивать вражду на десятилетия. Решили уладить в священный месяц проблему жизненной важности. Примирение прошло в центральной мечети Малгобека с участием муфтия Ингушетии Исы Хаджи Хамхоева и членов примирительной комиссии. Кровники, решившие примириться, люди из одного Тейпа, обычно таким случаям не придают огласки, но этот, по желанию самих родственников жертвы, стал показательным, чтобы и другие прощали. Процесс примирения начался к стороне жертвы, по обычаю обращаются не сами виновные, а посредники. Богослов, пользующийся уважением у тех и других. Разговор начал Иса Хаджи Хамхоев. Муфтий Ингушетии рассказывает о достоинствах прощения в священный месяц Рамадан и просит простить убийцу. صناها يقتدي هنا شيء هيتم بوشو باهش الزيدة تاع نهدي هن تنخوي جايال مال اشخاص تبش امتنا يريك خلو يريك ديو سكتو اوشي دجدينا تخلو نسكتو نحوه باهش دالديو داخل دبوش ناها بق ناها بنير بوجي تينو دجبانا دوخ آيات دوخ حديث داخل بينا سحاقا زي دوخ خزا استا تسن ديالو هي حقيقة. Простить и помириться родственники убитого решили сами, поэтому просьба муфтия и членов примирительной комиссии больше символическая, дань традиции. Старейшина Усман Хаджи Хадзиев со стороны жертвы дает положительный ответ и прощает ради Всевышнего, ради святых, ради людей Тейпа. После того, как стороны официально примирились, в центральную мечеть Малгобека заходит группа людей. Это представители дома виновника смерти. В самих переговорах они не участвуют, демонстрируя раскаяние, которое на этот раз принимается. После братского объятия кровники вновь становятся родственниками. مرج مختيات موضوع أدم تولق قهيج ليل تخب وات بتسنة تندرش مخت بيدين ديال شيدا ندتر واسبح. 2 семьи одного Тейпа. Их вражду нельзя было назвать непримиримой изначально, но кровавый конфликт 2-летней давности между 2 молодыми людьми надолго подпортил отношения. 2 года их родственники таили обиду и избегали друг друга. Теперь все позади. Мы очень довольны, очень благодарим всех, кто участвовал в этом мероприятии. Сейчас в данное время мы помирились. Все будет в дальнейшем. Постараемся, чтобы было все нормально. Чтобы не было другой раз ошибок больше. На этом, я не знаю даже, просто я не могу выговорить.
Примирение кровников – дело тонкое. В некоторых случаях положить конец вендетте удается лишь спустя десятилетия. Сам убийца Хадзиев сегодня отбывает срок в тюрьме, расплачивается за содеянное по российскому закону. Ну а по адатам горцев виновник уже прощен. Ильяс Курскиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Около 200 человек с ограниченными физическими возможностями планируется трудоустроить в этом году по программе содействия занятости населения. Об этом главе Ингушетии доложил министр труда и соцразвития Багаудин Маршани. На надомном обслуживании находится более 300 человек из этой категории. Всего на учете в республиканском центре состоят более 4000 человек. Багаудин Маршани добавил, что с начала этого года ведется работа по внедрению платных услуг в систему соцобслуживания на дому. По итогам опроса населения подготовлен и утвержден их перечень. В завершении рабочего совещания Юнусбек Евкуров отметил необходимость перепроверить списки нуждающихся в помощи. Ну а лучше всего о малоимущих знают имамы мечетей, отметил глава. Там накрывают столы, люди кушают. Национальная служба мониторинга на днях обнародовала результаты медиарейтинга глав регионов в июне. Он учитывает активность руководителей в соцсетях, живом журнале и твиттере. По итогам за первый месяц лета с результатом в 423 сообщения в твиттере и живом журнале Юнусбек Евкуров стал лидером. Замыкает тройку продвинутых пользователей временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых. У него 375 записей. Представители Россельхознадзора продолжают выписывать протоколы об административном правонарушении, приучая таким образом продавцов к торговой дисциплине и уважению здоровья потребителей. На этот раз сотрудники проверяли наличие карантинных сертификатов. Подробности рейда у Светланы Томовой. В республике продолжается проверка бахчевых культур на наличие карантинного сертификата. Условия реализации, покупки и потребления овощей и фруктов являются важными факторами, влияющими на здоровье человека. Поэтому особое внимание должно быть отведено соблюдению санитарных правил и норм. Ведь от бдительности самих покупателей зависит не только их собственное здоровье, но и здоровье их близких. Но, к сожалению, многие продавцы не могут предъявить гарантийный сертификат, подтверждающий качество и безопасность реализуемой продукции. Анализ у нас в республике Ингушетия, и что подтверждает, что содержание нитрат соответственно доступно. Завозится к нам с других регионов, это с Дагестана, Ставропольского края, там обязательно должен быть карантинный сертификат, потому что для чего это делается? Исключить перенос вредных организмов из другой республики, в нашу республику. В основном арбузы и дыни завезены в Ингушетию из Дагестана и Ставропольского края. У продавцов на руках имеются все необходимые документы, кроме карантинного сертификата, который необходимо было получить при закупке продукции. Многие реализаторы, которые занимаются продажей бахчевых культур первый год, могут и не знать об этом. Но те, кто ведет торговлю годами, просто регулярно пренебрегают правилами. В отношении продавцов представители Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении. Те лица, которые занимаются такого рода деятельностью, которые занимаются реализацией, транспортировкой именно продукции, именно потребительской продукции, должны сами изучать, должны спрашивать и именно связанные нормы нашего федерального закона. И обязательно с каждой партии продукции должен быть карантинный сертификат. Карантинный сертификат – гарантия качества ввозимых в Россию товаров животного и растительного происхождения. Этот документ содержит информацию о происхождении продукции, подтверждает ее безопасность для здоровья и окружающей среды. Светлана Томова, Капурчев, Киев, Новости 24. Ожидать ли нам нашествия томатной моли? Угроза проникновения нежеланных насекомых из Южной Америки нарушила покой местных аграриев. Информацию, появившуюся в интернете, сотрудники Россельхознадзора опровергают, но на всякий случай подготовили орудия защиты. Репортаж Заримы Евлоевой. Россельхознадзор Ингушетии опасается проникновения в республику томатной моли. Статья с таким заголовком появилась на одном из сайтов. Но, как оказалось, сотрудники этого ведомства таких заявлений не делали. И явных угроз того, что паразит из Южной Америки появится у нас, пока нет. Но феромоновыми ловушками на всякий случай запаслись. Ловушка предназначена для обнаружения картофельной моли. Вот здесь есть вкладыш. На вкладыше установлен феромон, который заманивает запахом вредителей. И после этого, когда мы вывесим, через 2 недели мы их собираем, отправляем в лабораторию для определения.
Нальгиевы с 2005 года занимаются семейным бизнесом. В республике они уже давно прославились вкусными, а главное экологически чистыми продуктами питания. Навоз отстаивает год. Через год получается чистый перегной, хороший. И вот этот перегной перемешиваю со своей землей, и получается, смотрите, какой пушистая земля. Кроме кур, пчел, крупнорогатого скота, семья Нальгиевых занимается выращиванием фруктов и овощей. Только помидоров в год они сдают в магазины около 6 тонн. Поэтому кому как не им знать о появлении томатной моли в Ингушетии, если таковая действительно есть. Любая болезнь, как появляется, мы сразу с ними боремся. А насчет моли я вообще не слышал насчет моли. Если появится, мы готовы, мы будем с ним бороться. Томатная моль является карантинным вредителем. В России она была выявлена в 2011 году лишь в 2 регионах – в Краснодарском крае и Калининградской области. Вред, который может нанести, сравним с нашествием саранчи на сельхозугодья. Свое название этот паразит получил из-за особой любви к помидорам. Но ее вкусовые предпочтения на этом не ограничиваются. Моль также опасна для картофеля, баклажанов и перца. Надифа Нальгиева врагов огородных растений, как говорится, знает в лицо. Слухи о томатной моли ее заботят меньше, чем, например, тля, поражающая огурцы в ее теплице, и быстро размножающаяся белокрылка. Вот насчет вредителя, если вы хотите. Вот она, маленькая, белокрылка называется. Бабочка такая маленькая, очень маленькая. Эта белокрылка, она быстро размножается, сильно, с ней нужно очень сильно бороться. Специалисты Россельхознадзора предупреждают, появление этого паразита, как и любого другого, не исключено. Поэтому предпринимателям, которые занимаются выращиванием овощей, нужно внимательно выбирать семена для посадки. И обязательно требовать у продавцов карантинный сертификат, иначе можно лишиться всего урожая. Зарема Евлоева, Суланбек Аздоев, Новости 24. Вопрос организации работы общественного транспорта в дни празднования окончания священного месяца Рамадан обсудили на совещании в Ингуш-автотрансе. Пассажирский автотранспорт будет курсировать бесперебойно до 23:00. Михаил Элизов отметил, что наравне с государственными в работе должны быть задействованы и частные перевозчики. Кроме того, повышение цен на проезд недопустимо. Определили номера телефонов, горячие линии, если будут какие-то срывы, чтобы обращались по этим номерам телефонов. И за каждое маршрутное направление определен ответственный сотрудник, чтобы, если какие-то будут сбои, чтобы сразу знать, кто за это несет ответственность, и сразу какие-то меры предпринимать. Вот. И договорились, что в эти праздничные дни весь транспорт, как и обычные дни, будет функционировать. То есть для нас это работа обычная. Люди будут отдыхать, праздновать, а мы будем работать. Работу Министерства культуры Ингушетии за первое полугодие этого года обсудил Юнусбек Евкуров с руководителем ведомства. Сохранение и развитие национальной культуры, памятников историко-архитектурного наследия, возрождение старинных обычаев и традиций – вот основные направления работы Минкульта. Так, за первые 6 месяцев все республиканские учреждения культуры и искусства выполнили утвержденные госзадания. Проведены праздничные мероприятия, посвященные юбилейным и знаменательным датам в истории Ингушетии и России. Также профессиональным праздникам. Кроме того, организованы презентации, выставки и творческие вечера. За счет проведенной работы бюджет республики пополнился примерно на 3 миллиона рублей. Большую часть этих средств составили доходы театрально-зрелищных учреждений, государственной филармонии и музеев. Несколько десятков школьников уже успели отдохнуть в самом живописном уголке Ингушетии, в Таргиме. Здесь в летнем детском лагере организован не просто праздный досуг, но продумана оздоровительная программа для юного поколения. Репортаж Магомеда Измайлова. На спортивной площадке пограничной части вместо солдат на турниках занимаются мальчишки, участники второго заезда военно-спортивного лагеря «Таргим». Упор на физические упражнения и преподавание азов армейской подготовки – основное отличие этого лагеря. Здесь есть солдатский режим. Мы встаем в 7 часов утра и ложимся отбой уже в 9 часов. Первый раз попал в лагерь, и мне очень понравилось собирать оружие, автоматы, играть в футбол. Очень понравилось, свежий воздух. Особенный интерес дети проявляют к оружию. Сборка-разборка автомата для большинства – одно из любимых занятий. Многие из этих ребят держат оружие в руках впервые, но немного практики, и у автомата Калашникова не остается секретов от любознательных подростков. Контроль спуск делается, когда магазин не пристегнут. Понял?
Быт детей также приближен к армейскому. Питаются они в армейской столовой. Обычное меню – борщ, гречневая каша и мясо. Вход в столовую, как и выход, только строем, словно в армии. А вместо привычных жилых корпусов для проживания разбиты палатки. По замыслу организаторов подобные лагеря должны дать представление детям об армии и профессии военного. Этот лагерь находится в зоне погранчасти внутри. И вот эти погранчасти, сотрудники этой части занимаются с ними, проводят мероприятия. Вот вы видели сегодня, они маршировали, они вообще не умели маршировать, они их научили. В дальнейшем, если подобный опыт военно-спортивного лагеря признают успешным, этот вид школьных лагерей отдыха будет организован повсеместно. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. Дома-отшельники стали причиной беспокойства жителей одного из населенных пунктов Ингушетии. Недостроенные помещения, брошенные или оставленные хозяевами на неопределенный срок, превращаются в манящее для детворы и местной молодежи логово. Соседи во избежании конфликта высказать недовольство лично обладателям подобных строений не решаются. Да и предъявить, по сути, им нечего. Это частная собственность. Но как же быть с безопасностью и чувством морали? Репортаж Марии Местоевой. Буквально за 10 лет на окраине Назрани вырос новый микрорайон и получил в народе название 105-й массив. Добротные частные дома стали появляться как грибы после дождя. Но не во все дома заселяются хозяева. Здесь обычно много недостроенных особняков, оставленных без присмотра. Один из таких домов стоит на улице Майская. Соседи жалуются, что около 5 лет дом заброшен и вся территория уже заросла сорняком. Даже если парадный вход перекрыт картонными листами, то внизу есть еще один проход, к которому ведут уже протоптанные дорожки. Любопытные дети, оставшись без присмотра, могут залезть в дом, где помимо различного мусора и окурков валяются гвозди и осколки стекол. А по вечерам здесь собирается молодежь, подозрительный вид которой, по словам соседей, не внушает доверия. Вот мы живем на Майской улице, дом заброшенный. Здесь могут быть и клещи, и дети лазят, все заросло. Желательно бы хотя бы забор сделать. Соседи таких заброшенных зданий не идут на контакт, боясь, что испортят отношения с хозяевами. Но обезопасить детей хотят. Это, конечно, не единственный заброшенный дом на 105-м массиве. Более ответственные хозяева закрывают проходы к домам заборами или закладывают кирпичом окна и двери. Это поможет защитить постройку от визита бомжей и людей с преступными наклонностями и обезопасить детей, для которых постройки такого рода служат парком развлечений. Мария Местоева, Майырбек Миржоев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи. Официальный представитель компании «Пинскдрев» в Ингушетии, магазин «Дом мебели», представляет качественную мебель, олицетворяющую комфорт, уют и удобство. Благодаря большому выбору мягкой и корпусной мебели вы сможете найти идеальное решение, которое впишется в любой интерьер. У нас представлена мебель из натуральных материалов от эконом-класса до мебели класса люкс, сочетающая в себе изящество и роскошь классических форм и строгие линии лаконичного стиля, чтобы вы могли наслаждаться безупречным качеством и комфортом. Помимо демократичных цен, у нас также действует гибкая система скидок. Пинскдрев. Искусство создавать уют. Дизайнер одежды Заида Гитагажева, победительница многих всероссийских и международных конкурсов высокой моды, член Ассоциации художников Парижа, почетный член жюри международного конкурса высокой моды национального костюма. Приглашаем вас посетить наши магазины в Москве и Назрани. У нас вы сможете приобрести изысканные вечерние наряды и свадебные платья как в европейском, так и национальном стиле, эксклюзивные национальные пояса и аксессуары для невест. В месяц Рамадан действуют скидки, а также специально к празднику создана новая коллекция по доступным ценам. Наш адрес в Москве, улица